Как известно, стоимость электроэнергии в Абхазии составляет 40 копеек за киловатт-час. Это, к примеру, в 10 раз меньше, чем в России. Если же говорить о странах Европы, то в Германии, Дании, Бельгии, Великобритании, Ирландии и Испании в переводе на рубли 1 киловатт-час стоит больше 20 рублей. Однако при такой дешевизне электроэнергии в Абхазии многие наши граждане и организации умудряются годами не платить за свет. С января по октябрь 2021 года процент собираемости по республике составил всего лишь 39,3%. Мы прогнозируем на конец 2021 года, это с закрытием декабря месяца, мы планируем все-таки выйти на 50% рубеж. Это наши прогнозы, надеемся, мы сможем эту планку выдержать. Но говоря о 50%, мы понимаем, что это не то, что нас должно устраивать. Но так как процент сбора минимум должен составлять 80-90% по республике. Если взять в денежном выражении, то есть те 50%, которые мы не дособираем, это огромный объем денежных средств, которые теряет предприятие. Собираемость оплаты за электроэнергию по республике неравномерная. К примеру, по статистике, из 28 сел Чимчирского района самая низкая собираемость в селе Джал – около 9%. Наиболее высокая в селе Адюбжа – около 31%. В Гудаутском районе в числе отстающих село Ачандара. Лучше всего за свет платят в селе Псырсха. У нас 3 категории наших абонентов. Это те, которые отказываются платить за потребленную электроэнергию. Это те, которые платят, но не в системном порядке. А есть те, которые платят у нас исправно. Ну, о тех, кто платит исправно, думаю, говорить много не приходится, их только нужно поблагодарить за это. С другими категориями абонентов, безусловно, мы стараемся работать. Это в какой-то степени разъяснительная работа. В Сухумском районе 6 крупных сел. Самая лучшая ситуация с собираемостью наблюдается в селах Дзукта, Яштуха и Гумиста. Общая собираемость по району с января по октябрь 2021 года составила 36%. Это порядка 8,5 миллионов рублей. Если сравнивать с 2020 годом, то у нас была собираемость в 2020 году, ну, в связи с пандемией, естественно, это тоже немаловажный момент, 27% было собрано в 2020 году. Ну, суммарно это получается 8,5 миллионов рублей. А в 2019 году цифры были чуть немножко другие. Получается 44% оплаты по физлицам. В 2019 году у нас расходы были другие. Вот. На сегодняшний день расходы у нас увеличены, и в связи с этим процентом соотношений получается меньше, чем 2019 год. Но суммарно мы собираем, ежемесячно вносим больше денег, чем в 2019 году. Если говорить о городах, то и здесь процент собираемости разный. Безусловным лидером является Гагра. Собираемость здесь за неполный год составила около 50%. В городе Сухум пока 38,5% сборов. Безусловно, есть улицы и участки, где исправно платит население, где проблем меньше, а есть улицы особо проблемные, где вот приходится прилагать много усилий, чтобы люди производили оплату за электроэнергию. Оплату за потребленную электроэнергию можно производить разными способами. В отделении банка, через кассы энергосбыта или терминалы. Кроме того, это можно сделать через контролеров энергоучета. Наши контролеры систематически, практически ежедневно осуществляют обход своих абонентов и вот собирают деньги. Но, к сожалению, там, где люди отказываются наотрез платить, приходится обходить таких абонентов. Люди зачастую попросту отказываются платить накопившиеся задолженности, при том, что культура потребления электричества в нашей стране не на высоком уровне. Круглосуточно включенный без надобности свет, капающая вода из крана – все это энергопотери. Некоторые не хотят платить злостно, некоторые платят бедные. Что имеют, все дают они. Да, вот Если человек не платит, какие ваши действия? ничего не можем делать. Повернемся, придем сюда. Абсолютно. А бывает так, что по нескольку раз приходится ходить?
Конечно, бывает. В случае неуплаты счета абонентам выставляются через управление сбыта электроэнергии. У нас всегда есть прямой рычаг воздействия. Это, сперва у нас это в форме письменного уведомления о том, что накопилась задолженность и в какой период ее нужно погасить. Если систематически наш абонент отказывается от уплаты этой задолженности, у нас практикуется мера о прекращении подачи электроэнергии. Это, как показывает практика, эта мера она достаточно эффективная. За последние годы наблюдается рост потребления электроэнергии. Как известно, одна из причин – майнинг криптовалют на территории республики. Сейчас мы пытаемся разработать методику, готовить статистику таким образом, чтобы хотя бы примерно выделить общий объем потребления неучтенной электроэнергии от населения. Тогда и процент собираемости у нас, там цифры будут меняться в положительную сторону. По словам Алхаса Чанба, необходима повсеместная установка приборов учета. Только эта мера даст возможность кардинально исправить ситуацию со сборами. Районные отделы сбыта, насколько они могут, пытаются как-то исправить ситуацию. Но если мы говорим о государственном подходе, о глобальном подходе в решении проблемы с собираемостью, то здесь такой единый подход должен быть. Это, к сожалению, объем большой средств, необходимый для налаживания полноценной системы учета, современной системы учета. Надеемся, что все-таки мы к этому придем, у нас будет такая возможность. Платить или не платить – этот вопрос не может быть темой обсуждения. Порой, чтобы получить высококачественный продукт, люди платят большие деньги. Такой подход должен касаться и сферы энергетики. Если мы хотим иметь в каждом доме качественный свет, то для начала граждане страны должны научиться за него платить. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.